Мне очень нравится мысль о том, что ничего скрытого в мире не существует. И если что-то скрывается, оно так или иначе когда-нибудь выйдет наружу. Либо если вы приложите определенные усилия, вы все равно об этом узнаете. В этой концепции нет смысла врать, потому что такое ложь? Это прикрывание правды. То есть для того, чтобы соврать или для того, чтобы что-то утаить, вы должны построить какой-то буфер между объектами, субъектами и правдой. Это и есть ложь. На поддержание лжи требуется энергия. Когда вы перестаете лгать, вы перестаете тратить энергию на, собственно, вот этот вот буфер. То есть у вас освобождается энергия. Вот почему многие духовные практики рекомендуют отказаться от лжи. И, например, когда вы идете на випассану, у вас есть обязательство. Вы обещаете не лгать. Это очень важно, потому что вы тратите энергию на ложь, которую могли бы потратить на что-то более эффективное, например, на практику, на свою жизнь. Поэтому одна из таких важных вех, когда вы начинаете свой духовный путь, перестать лгать, просто решить, что я больше не лгу, я больше не скрываю правду. Это не значит, что вы должны все всем рассказывать. Естественно, вы можете что-то просто не договаривать, это не считается ложью, но именно скрывать правду и именно лгать, прикрывать правду чем-то и поддерживать эту концепцию, на это уходит очень большое количество энергии. Если вы представите себе уровень духовного развития, когда человеку не нужно задавать вам напрямую какой-либо вопрос, когда человек просто чувствует ваши мысли, он считывает ваше состояние, он считывает вашу энергию, он видит вашу ауру, и он буквально видит, врете вы ему или нет. И когда вы понимаете, что на самом деле все как на ладони в мире, нет никакого смысла врать. В этом плане есть смысл только становиться лучше, чтобы соответствовать желаемому, соответствовать тому, о чем вы, собственно, и хотите врать.